Грандиозным праздником Хуктывун-2026 в Нерюнгринском районе завершились масштабные мероприятия, приуроченные ко Дню оленевода и посвященные столетию села Йенгра. Какие бы времена не были за окном, что бы ни происходило у нас в нашей жизни, но никогда не будет истории, что мы не будем отмечать День оленевода. И сегодня, в этот юбилейный год, когда наша душа нашего района отмечает столетие, а вы знаете, что душой нашего района является село Йенгра, мы отмечаем по-особому Хуктывун-2026. И это только начало марафона мероприятий, которые мы будем отмечать на протяжении всего года. Впереди у нас и эссехи, впереди у нас международный бакалдын, который мы летом будем отмечать. И все это мы будем отмечать и праздновать в честь столетия села Йенгра. Сегодня я хотел бы особые слова и поздравления передать ингринцам, парням, которые с оружием в руках в зоне проведения специальной военной операции, защищают нашу Родину. Это настоящие герои, которые доблестью и отвагой доказывают величие венкийского народа. Дорогие земляки, примите самые искренние поздравления. Все только начинается. Хуктывун-2026! Ура! 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 Национальный районный праздник развернулся на несколько дней, включил в себя разнообразные события и собрал гостей и участников из разных уголков Якутии и соседних регионов. Как ясен, чист июнь восход, друзья все в праздничных нарядах, нас песни, танцы, гости ждут. Мой олень, я судьбе благодарен своей, нас с тобой она не разлучала. Мчались мы по тайге, и на шее твоей словно песни Гагара звучала. Мой олень, мы с тобой делили успех, и стучали сердца наши звонко, когда слышали мы, как сливается смех ягненка. Старт празднику был дан третьей межрегиональной научно-практической конференции имени Глафиры Макарьевны Василевич. Глафира Макарьевна Василевич – это выдающийся историк, доктор исторических наук. Она бывала в наших краях, бывала в нашем селе. Много материала взято у наших односельчан. И есть до сих пор еще люди, которые помнят ее приезд, потому что она приезжала сюда 2 раза, собирала материал, писала книги и стала основоположником и венкийского языка, преподавания венкийского языка. Она описала жизнь, быт ивенков, как они кочевали, все тропы, дороги, где останавливались на зимнюю кочевье у них было, где было весеннее. Но самый большой вклад – это, конечно же, сохранение языка. И венкийские диалекты, и диалект тут именно ивенков Южной Якутии, вот мы им до сих пор пользуемся и сохраняем этот язык. И помогла как раз в создании учебников на венкийском языке. Межрегиональная научно-практическая конференция «Сохранение родного языка как условия устойчивости эвенкийской культуры» собрала юных исследователей из Нерюнгринского, Алданского районов и Забайкальского края. Уже 20 с лишним лет у нас существует наше научное общество, и вот эти научно-практические конференции, они проходят у нас ежегодно, и только буквально 3 года назад мы приобрели статус межрегиональный. Благодаря тому, что мы сотрудничаем с учеными Бурятии, Красноярского края, ну и, конечно, нашей дорогой Якутии. В секциях конференции поднимались темы оленеводства, культурного наследия народов, говорили о героях Отечества и знаменитых людях малой Родины. Для чего эта конференция проводится? Для того, чтобы сохранить наследие нашего народа венкийского. У нас работают такие секции, как «Моя малая Родина», знаменитые люди села Йенгра, «Наследие моего народа» и «Герои Отечества». Венкийский народ – это народ, который исконно жил на Нерюнгринской земле. Вы знаете, что в России очень много эвенков, хотя они относятся к коренным малочисленным народам. И поэтому у нас очень много гостей, гости с Нерюнгринского района, со всех школ.
плюс еще Забайкальский край. Также приехали к нам с Алданского района. То есть вот это мероприятие очень любят дети, родители. Более 50 участников конференции представили свои уникальные проекты. Я показывал свой пластилиновый мультфильм по мотивам якутской сказки. Я уже выступал с этим проектом несколько раз. В Москве один раз я ехал в Якутск. Моя мама мне читала якутские сказки, они мне понравились. Я решил поискать мультфильмы по этим сказкам. Их было вообще прям очень мало, и они почти что все были на якутском языке. И я решил сделать свой мультфильм. Мой проект отличается тем, что я работал с монтажом, и я делал прям полноценный мультфильм. Это был мой самый первый проект. Я начал с 23-го года, и по сей день я опять решил взять этот проект. Но вообще я в этот 26-й год я делаю новый проект про игру, которая помогает развивать английский язык. И еще я выступал с проектом про воду, как вода разного качества влияет на растения. Ну а вообще я уже хочу уйти из этой темы и хочу полностью погрузиться в программирование. Я предоставлял проект эпос аркинских эвенов, который нигде еще не записан. Я сам записывал в полевых условиях у последнего Немкалана Алексея Сергеевича Чирикова. И я его оформлял в роликах, как для ТикТока, для шортс, для рилсов. Переводом занимался и оформлением. Я выбрал этот проект, потому что в современном мире молодежь, она не увлекается традициями, культурой, эпосом. И чтобы ее завлечь, чтобы это сохранить, выбрал свой проект. Эвенки и эвены когда-то были одним народом, их разделили искусственно в 30-е годы в СССР. То есть назывались все тунгусы. Сейчас в некоторых учебниках пишут, что эвены это ламуты, но ламуты, даже мы, эвены, их называем безоленных эвенов, которые живут у моря. Нас, которые жили в горах, тоже называли тунгусами. То есть это искусственное разделение. Но различия есть, так же, как и среди эвенов. Там, где проживают, и в языке. Все-таки язык различается. Но все равно в разговорном плане я, допустим, со старожилами, с эвенками общаюсь, все равно понимаю, потому что корни слов общие. У эвенов 33 диалекта, и каждый по-разному разговаривает. Допустим, эвены на Камчатке могут вообще не понять эвенов из Магадана или Якутии, или, допустим, нас. Но все равно есть общее, мы один народ, и культура у нас одна. На конференции в селе Иенгра и на диалоговой площадке в городе Нерюнгри также говорили о том, как промышленности и традиционному хозяйству найти общий язык, о том, как сохранить культурное наследие народов Севера. Сегодня традиции и культуры коренных малочисленных народов сохраняются через художественное творчество и ремесла. В рамках праздника прошли мастер-классы и выставки изделий народных промыслов. Эвенкийский народ – это древний народ. Так как эвенки являются хорошими охотниками и оленеводами, они изготавливали свои музыкальные инструменты из подручного материала. Из дерева, из оленьих рог, из шкур. Также духовые инструменты делали из бересты, все подручные природные инструменты. И все, что их окружало в природе, из того они изготавливали инструменты. Охотники делали из кости, из дерева, приманки это были. Также шумовые инструменты, которые использовались тоже в пении, они себе когда исполняли песни, они использовали их в сопровождении пения своего. А потом, когда в более современный период эти инструменты, которые были раньше в древности, эвенки, когда играли на них, они утратили свое значение, и поэтому мы в данный момент начали возрождать эти инструменты. И эти инструменты струнно-щипковые и струнно-смычковые, которые изготавливались из рог оленя,
шкуры оленей, корпуса делались из бересты, также из волос лосиных и конский волос присутствовал. Это в изготовлении смычков и струн. Ну, например, самый первый инструмент, который мы изготовили по, как бы сказать, древним чертежам, по древним, рассказывали бабушки, дедушки, как эти инструменты выглядели. Ну, мы примерно это составили, например, один из инструментов – севдепчу. В переводе это означает улыбающийся. Севдепчу – улыбающийся, веселый инструмент. Состоит из 8 струн. Это струнно-смычковый инструмент. Следующий инструмент, который мы изготовили, это струнно-смычковый кур. Инемур, можно сказать. Инемур тоже это веселый инструмент. Он состоит из 2 струн. Также корпус сделан из бересты, обтянут оленей кожей. Также вместо грифа у нас тут присутствуют оленьи рога и конский волос. Уникальность состоит в том, что так как эвенки оленеводы-охотники, эти инструменты издают как бы звуки природы. Там, например, голоса птиц, голоса зверей, бег оленей, да, это из копыт там сделанные инструменты, это шумовые, которые называются конкавур. И также эти инструменты севдепчу и кур, они изображают там, например, пение птиц и пение там ручья. Все, что окружает эвенков, да, в тайге, это все звуки природы, звуки тайги. Эти инструменты отражают в своем звуке. Современная молодежь, когда слышит эти инструменты, тут, конечно, сложно сказать о том, что, они, конечно, не соответствуют сейчас именно тем современным инструментам, которые сейчас есть. Эти инструменты, их интересует то, что они именно изображают звуки природы. Может, и из-за этого молодежи нравится, например, необыкновенность этих звуков, что эти инструменты могут точно изобразить звуки природы, звуки птиц, животных. И, конечно, этот инструмент нужно использовать именно в ансамблевой игре. Именно в ансамблевой. Настоящий азарт и накал страстей царили на спортивных площадках. Одними из самых зрелищных мероприятий праздника стали детские состязания по национальным видам спорта «Юный оленевод». У этих детей они свои личные олени. Это не родительские, они с рождения эти олени к ним прикреплены. Это у них личные свои олени.
вообще с детьми, да, они весь год ждут его. Это для них других праздников. Просто есть праздники, которые календарные, да, которые не. А это самый главный для них праздник за весь год. Они больше, чем другие праздники, именно ждут День оленевода. Если, например, тему задеваем Дня оленевода, да, у них столько рассказов, столько впечатлений. Например, мы стоим здесь, запустили детей, приняли. А то, что по трассе происходит, все, как они ехали. В прошлом году, например, мальчик, который занял первое, я, говорит, за узду держался и полпути, говорит, лежа ехал, говорит, меня олени тащили. Ну, таких очень много интересных историй рассказывают. Юные участники соревновались в ловкости и силе в минутных, верховых и общих заездах на оленях на снежной трассе. Детские состязания – это не только азарт и веселье, но и важный этап подготовки будущих оленеводов. Я занимаюсь с 9 лет. Для меня участие – это как дань традиции нашего народа. Я люблю День оленевода, участвовать. С детства я участвую на оленях. Постоянно беру первые места, там вторые. Я на гонках участвую с самого детства. Мне было лет, так же, как сегодня юная участница была, где-то мне было 6-7 лет, как только пошел в первый класс. Я не боялся, сразу запрягли меня, я поехал. Даже был призыв, выигрывал. А так вот, каждым годом участвую. День оленевода для меня это не просто праздник, а как традиция уже. Но он мне нравится всеми красотами. Очень сложно было гнать, тяжело, устаешь быстро. Выносливость быстро уходит. За меня рады близкие и знакомые, что я занял 1, 2, 3 место на этих гонках. И взял абсолютно чемпион. В следующий год у меня желание стараться лучше, выиграть больше мест и состязаться со взрослыми. Исход заезда предсказать невозможно. Борьба за победу всегда выглядит захватывающей. Для меня День оленевода значит очень многое. Тут мои родственники участвуют. Сегодня приехали мои родственники с Уснюкжи. Тоже сказали, что будет масштабно, и подарки тоже будут масштабные. Поэтому приехали мои родственники, дали самых лучших оленей, учагов, чтобы участвовать. Для меня очень-очень много значит. Захватывает очень сильно дыхание, когда видишь, что родственники бегут, и следишь за ними очень. Вообще, каждый год мы сюда ездим именно ради гонок, потому что, это безумные эмоции, безумный азарт. Ты действительно очень искренне болеешь за каждого участника, переживаешь за него. И всегда очень интересно особенно наблюдать за нашими юными гонщиками. За них какое-то прям особое переживание, как за своих личных детей. И всегда, это просто безумные эмоции, именно дарящие гонки. Поэтому это, наверное, основное, ради чего стоит ехать на День оленевода. И, в принципе, то, из-за чего мы ездим туда всегда. Я живу в Якутии уже 26 лет, но первый раз нахожусь на Дне оленевода. Мне так нравится. Атмосфера просто непередаваема. Люди добродушные, олени великолепные. Это круто. Хотя бы один раз стоит побывать и прочувствовать всю атмосферу. У нас это давно традиция, уже много лет ездить сюда на День оленевода. Мы уже не помним, откуда она пошла, но это всегда интересно, весело. Всегда, опять же, не так часто едим шашлык из оленины. Оленьи гонки и верховые заезды собрали также и взрослых, самых сильных и опытных представителей отрасли. Министерство сельского хозяйства Республики Саха-Якутия выражает благодарность нашим оленеводам за их безупречный труд, что они сохраняют традиционную отрасль Севера. Сегодня вы проводите очень на высоком уровне вот это мероприятие, и мы этот праздник, чтобы было еще краше, без гостей оно не должно быть. Поэтому мы сегодня со мной приехали оленеводы Булунского, Нижнеколымского, Момского, Жиганских районов, не говоря уже о ваших соседях, это Алёкминские, Алданские, Усмайские районы.
Даже Хатастыр привез своих оленей, чтобы участвовать в оленьих гонках. Поэтому я сегодня пожелаю вам, чтобы оленьи гонки прошли красиво, задорно, и пусть победит сильнейший. Такие состязания популяризируют северные виды спорта и здоровый образ жизни, пробуждают интерес к национальному языку и культуре, объединяя жителей разных районов Якутии и регионов России. В городе Нерюнгри в рамках праздника также прошла обширная программа. Фотовыставка Юрия Коковина «Лица и янгры», возложение цветов к памятнику каюрам-первопроходцам, международная акция «Читаем Нимн Гаган», выставка продажа изделий мастеров народных промыслов с мастер-классами «Нить за нитью. Традиция жива», круглый стол «Северное оленеводство. Традиции, вызовы и стратегии устойчивого развития», праздничный концерт «Дыхание земли» Дулин Буга. Все мероприятия Хуктывуна направлены на сохранение культуры и обычаев малых народов России, что особенно актуально в год единства народов Российской Федерации. День оленевода стал символом дружбы, единства и уважения к традициям эвенков, а также признанием труда оленеводов, которые долгие годы сохраняют и развивают культуру и уклад жизни коренных малочисленных народов Севера.